Процесс принятия санкций и введения в их действие достаточно небыстрая история, исходя из того календаря, который сейчас мы имеем международного перед собой. Фактически до вступления в силу санкций есть порядка 2 месяцев, это середина января как для европейских, так и для американских. Надо отметить, что, естественно, на самом деле никто не хочет вводить санкции, никто им не рад. Ни американцы, ни европейцы, ни мы, ни белорусское общество. И фактически вот эти 2 месяца, которые есть до их вступления в силу, поскольку санкции являются, к сожалению, неизбежной реакцией адекватного международного сообщества на то, что происходит в Беларуси, это последний, наверное, звоночек, последний шанс на то, чтобы изменить кардинальным образом ситуацию в стране, чтобы прекратить репрессии в отношении собственного народа и начать выводить страну из того системного кризиса, в который мы провалились, от экономического, правового до самого ужасного кризиса социального размежевания. Санкции отразятся на этих компаниях самым непосредственным образом. Вне зависимости от формы собственности компании, будь то это государственная компания, частная, либо смешанная, либо иностранная, если будет доказана ее причастность к нарушению прав человека в Республике Беларусь, к спонсорству режима, который нарушает эти права человека, как минимум это будет ограничение на расчеты в иностранной валюте, соответственно, фактически все платежи, связанные с получением зарубежного финансирования, закупкой комплектующих, экспорта собственной продукции, они будут заблокированы. Но надо понимать, что в основе такой реакции является тот бизнес, который эти компании ведут сейчас, и то, с кем они этот бизнес ведут. Зарубежные активы кошельков Лукашенко и госпредприятий арестовать не только возможно, но и будет необходимо, если будут введены санкции, если для этого будут основания. Такие прецеденты в мире есть, и я бы не стал недооценивать саму угрозу введения таких санкций, поскольку это дает очень однозначный и четкий сигнал потенциальным контрагентам компании о том, что бизнес с компаниями, которые находятся под самой угрозой введения санкций, вести как минимум очень рискованно, как максимум неэтично, а самое главное, по концовке может оказаться и очень дорого для самих себя же, потому что можно не получить исполнение контракта, можно получить ограничения по счетам, а самое главное в бизнесе не подмочить свою репутацию. Вот как раз подмочить получится у всех, кто продолжит взаимодействие с компаниями, которые потенциально находятся в санкционном списке.